Отличные новости. Вот почему стоит ехать в Таджикистан и как наш соотечественник спас жизнь. Подписывайтесь на обновления и точно будете в курсе всего самого важного и интересного. Таджикистан занял первое место в рейтинге самых безопасных стран мира, согласно последнему исследованию, проведенному Американским институтом общественного мнения. В ходе этого исследования, проведенного в 2022 году в 141 стране с целью выяснения уровня преступности и доверия местным правоохранительным органам, были опрошены более 146 тысяч взрослых, по 1000 в каждой стране. Таджикистан, набрав 96 баллов, опередил в рейтинге такие страны, как Финляндия и Исландия, у них по 92 балла. Напомним, в отчете «Закон и порядок в мире» за 2022 год, основанном на опросе, проведенном в 2021 году, Республика Таджикистан была на втором месте с 95 баллами. Отмечается, что большинство опрошенных жителей Таджикистана выразили доверие местной полиции и заявили, что не ощущают угрозы во время ночных прогулок. Эти результаты оказались весьма неожиданными, так как Таджикистан впервые занял лидирующее положение в рейтинге, сместив Сингапур, ранее лидировавший в рейтинге. Между тем, неизвестно, как происходила выборка опрашиваемых граждан, кто попал в этот вопрос и какие именно вопросы им задавались. Из стран Центральной Азии в число стран с населением, доверяющим органам правопорядка, вошел Узбекистан. Он набрал на 6 баллов меньше, чем Таджикистан – 90 баллов. Последнее место рейтинга досталось Либерии, у которой 49 баллов, а прежде на последнем месте был Афганистан. Глобально 71% респондентов сообщили, что чувствуют себя в безопасности, гуляя в одиночестве по своим районам ночью в 2022 году, и 72% выразили доверие местной полиции. Тем не менее, каждый 8-й человек отметил случаи кражи имущества в прошлом году, а каждый 16-й рассказал о нападениях или грабеже. А верите ли вы в такие отчеты? Мукамил Сангинов в течение 1,5 часов реанимировал женщину, потерявшую сознание в электропоезде. Всеми доступными средствами он поддерживал жизненное состояние больной до прибытия электрички на вокзал. Спасение жизни женщины в вагоне электрички Мукамил Сангинов не считает личным подвигом. Об этом случае даже не знали его коллеги по больнице, пока об этом не написали местные СМИ. По словам доктора, он лишь выполнял свой профессиональный долг и не мог поступить иначе. В октябре этого года уроженец Таджикистана, врач-кардиолог Мукамил Сангинов ехал на электропоезде из Нижнего Тагила в Екатеринбург. Одной из пассажирок вдруг стало плохо, женщина потеряла сознание, артериальное давление опустилось ниже критических значений. Мукамил Сангинов, оказавшийся неподалеку, тут же отозвался на помощь. До первого остановочного пункта оставалось больше часа. Когда я подошел, женщина уже была без сознания. У пассажиров нашелся тонометр, кто-то поделился горьким шоколадом. Общими усилиями нам удалось поддержать работоспособность сердечно-сосудистой системы до прибытия на станцию, рассказывает доктор. Благодаря профессиональным действиям медика и неравнодушию окружающих людей женщину удалось привести в стабильное состояние и передать бригаде скорой помощи, прибывшей на вокзал. В Екатеринбурге маму экстренно госпитализировали в кардиоцентр. Большое спасибо Мукамилу Зайниевичу за его профессионализм, внимание и доброту, которые спасли жизнь моего самого близкого человека. Радует, что у нас есть такие врачи, поблагодарила доктора дочь спасенной женщины. 31-летний Мукамил Сангинов около года работает врачом-кардиологом в государственной больнице номер 1 Нижнего Тагила. Мужчина родом из Пиджикента. Там он окончил школу, а после поступил в медицинский университет в Душанбе. Окончив интернатуру и ординатуру, он какое-то время работал в столице в городской больнице на Первом Советском и в частной клинике. В 2021 году переехал в Россию на Урал в Нижний Тагил. Случай в электричке отнюдь не единственный. Когда таджикскому доктору приходилось спасать жизнь людей вне больницы. В 2017 году я пару месяцев находился в Красноярске. Проходя по улице, увидел, как девушке стало плохо. Подбежав, я оказал ей первую доврачебную помощь и после вызвал скорую, поделился Мукамил. Как вам такие герои без плащей? У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи.